Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. I z duchem twoim. Oczy moje zawsze skierowane na Pana mojego, z sieci wyzwolił nogi moje. Zglądź na mnie i zmiłuj się nade мною, bo ja samotny i nieszczęśliwy. Перепросим Pana Boga za все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем скласти эту наисвятейшую охрану, яку отправляются у всех парафий для живых Божьего благословения, потребных ласков, навертания, а для померлых радости життя вечного у Володарстве Небесным. Panie, Ty posłany ozdrowić skruszonych sercem, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, jaki siedzisz prawa ruczajca, kap zastupаться za nas, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, jaki przyjdziesz sudzić żywych i pomiernych, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niechaj zmiłuje się nad nami Bóg Всемогутny i odpuściwszy nam grzechy, dowiedzie nas do życia wiecznego. Amen. Молимся. Божа крыніца усялякай милосердности и добрыни Ты нам дал, як леки от греху, пост, молитву и добрые учинки. Спогадно прими признание у нашей слабости, как мы, коли мы падаем под тяжам нечистого сумления, нехай завсёды подтримливая нас Твоя милосердность. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живей владарить в едности Духа Святого, Бог празуще веки вечные. Amen. Читание книги Законов. У Тайги. Народ прагнул воды и наканал на Моисея карточек. Но вот что вывели у нас из Египта, как замучить смагу нас, и детей наших, и статки наши. И скрикнул Моисей до Пана, кажучи: «Что зроблю я народу этому? Еще криху и укаменуют меня». И сказал Пан Моисею: «Пойди перед народом, и возьми с собою некоторых со старейших Израиля, и кий твой, яким ударил ты меня, возьми руку твою и иди. Вот я стану перед тобою на скале у горы, и ты ударишь в скалу, и выйдет из нее вода, и народ будет пить». Зробил так Моисей на очах старейшин Израиля, и назвал то место Маса и Мариба з причини сварки сынов Израиля и попребывания ими Пана. Коли казали: «Ти есть Пан сред нас, ти нема». Это Слово Божие. Дякую Пану Богу. Не робите жорсткими сердце вашия. Не робите жорсткими сердце вашия. Прийдите, заспеваем Пану, ускликнем Богу скале нашего збавления. Встанем с подякою перед обличьем Яговым, у песнях ускликнем Ему. Не робите жорсткими сердце вашия. Придите, поклонимся и упадем, уклоншим перед Паном, яки нас створил. Бо Он наш Бог, а мы народ Ягоной паши, и овечки Ягоной руки. Не робите жорсткими сердце
на пустыне будень магаси. Де мене спокушали ці ваші, випробовували мене, хоч і бачили справи моє. Не робіться жорсткими серці вашия. Читання послання святого апостола Павла до римлянам. Брати, оправданные поводле веры, мы маем мир з Богом, праз Пана нашого Єсуса Христа, праз якого, дякуючи віри, ми отримали доступ до той ласки, у якой триваємо, і ми гоноримся надією на славу Божию. А надея не осторонить, потому что любовь Божия вылилась у сердце наше праз Духа Святого, який дадены нам, коли ми були яще слабими, Христос у визначений час помер за безбожних, бо навряд чи нехта помре за праведника. Може, за доброго чоловіка нехта й отважится померти. Бог доказывает свою любовь до нас тем, что Христос помер за нас, коли мы были еще грешниками. Это Слово Божие. Дякуємо Пану. Хвала Тебе, слава Божие. Хвала Тобі, Слово Божає. Пане, Ты соправды спался свету, дай мне живой воды, так нам не прагнуть. Хвала Тобі, Слово Божає. Пан з вами. І з Духом. Читання Святого Євангелія поводле Яна. Хвала Тобі, Пане. В той час прийшов Єсус у Самарійський город, званий Сіхар, близько до наділу землі, який дав Якуб сину своєму Юзефу. Була там студня Якуба. Єсус же, стомлений дорогою, сів при студні. Було коля 6-ї години. Ось приходить жінка з Самарії зачерпнуть воду. Єсус каже їй: дай мені пить. Учні ж ягони одійшли у город купить їжі. Жінка самаранка каже йому: ти, юдей, просиш пить у мене, самаранки, бо юдеї не мають зносином з самаранами. Єсус сказав їй в отказ: коли б ти ведала дар Божий, і хто каже тобі, дай мені пить, то сама просила би у його, і він би дав тобі води живої. Жінка каже йому: пане, у тебе і зачерпнуть нема чим, а студня глибока. Откуль же у тебе вода живая? Неужо ты больше от отца вашего Якуба, и кидал нам в эту студню, и сам себе пил, и дети его, и статки его? Єсус сказав їй в отказ: кожний, хто п'є эту воду, знов запрагне, а хто буде пить воду, якую я дам йому, не запрагне навеки, але вода, якую дам йому, стане у їм криницею води, якая тече у життя вічне. Жінка каже йому: дай мені этой води, каб я не мала больше праги і не приходила сюди черпати. Він каже їй: іди, поклич свого мужа і вернися сюди. Жінка сказала в отказ: у мене нема мужа. Єсус каже їй: ти правдиво сказала, що у тебе нема мужа, бо мала ти 5 мужів, а той, кого сьогодні маєш, не муж тобі. Правдиво, ти гэта сказала. Жінка каже йому: пане, я бачу, ти пророк. Батьки наші поклонялися на горі этой, а ви кажете, що місце, де треба поклоняться в Єрусалим? Єсус каже їй: повір мені, жінчина, що надиходить час, коли ні на этой горі, ні в Єрусалим будете поклоняться Отцу. Ви поклоняєтеся тому, чого не ведаєте. Ми поклоняємося тому, що ведаємо, до збавлення від юдеїв.
Але надыходзяць часы, і цяпер уже ёсць, калі праўдзівыя вызнаўцы будуць пакланяцца Айцу і ў духу і праўдзе. І такіх вызнаўцаў шукае сабе Бог, Айцец, які ёсць духам. І тыя, хто пакланяецца яму, павінен пакланяцца ў духу і праўдзе. Жанчына кажа яму: я ведаю, што прыйдзе Месій, які звецца Христом. Калі ён прыйдзе, абвесціць нам усё. Езус кажа ёй: гэта я, які гавару з табою. У гэты момант прыйшлі вучні ягоныя і дзівіліся, што ён размаўляе з жанчынай, аднак ніводзін не спытаўся: чаго ты хочаш, або чаму ты гаворыш з ёй. Тады жанчына пакінула свой збан, адышла ў горад і казала людзям: ідзіце, паглядзіце на чалавека, які расказаў мне ўсё, што я рабіла. Ці не Христос гэта? Яны выйшлі з гарадоў і пайшлі да яго. Тым часам вучні прасілі яго, кажучы: настаўнік, еш. Але ён сказаў ім: я маю для спажытку ежу, якой вы не ведаеце. Тады вучні сказалі адзін аднаму: хіба нехта прынёс яму есць? Езус кажа ім: ежа мая ў тым, каб выканаць волю таго, хто паслаў мяне, і завяршыць яго справу. Ці не кажаце вы: яшчэ 4 месяцы і настане жніво? А я кажу вам: падыміце вочы вашыя і паглядзіце на нівы, як пабялелі яны ўжо для жніва. Жнец атрымлівае плату і збірае плён для жыцця вечнага, каб разам цешыцца і сеебіт, і жнец. Бо праўдзіва у гэтым прымаўка: адзін сея, другі жне. Я паслаў вас жаць тое, над чым вы не працавалі, іншыя працавалі, а вы увайшлі ў працу іхнюю. Шмат самаранаў з горада гэтага паверыла ў яго, дзякуючы слову жанчыны, якая сведчыла, кажучы: расказаў мне ўсё, што я рабіла. Таму, калі прыйшлі да яго, самаране прасілі яго застацца з ім. І ён застаўся там 2 дні. І яшчэ больш людзей паверыла, дзякуючы слову ягонаму. А жанчыне казалі: мы верым ужо не дзеля тайго апавядання, бо мы самі пачулі і ведаем, што ён сапраўды збаўца свету. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Як трапіла ў гэтым годзе, што на 8 сакавіка чытання пра жанчыну, можна, пра жанчыну-самаранку. Гэта трошкі для нас каб было прыкладам, якой быць па-сапраўднаму жанчынай, альбо як у жыцці паступаць. Ёсць тут некалькі цікавых рэчаў падчас сённяшняй Евангеліі. Калі мы будзем чытаць цалкам Евангелію, то знойдзем, што зазвычай да Езуса Христа прыходзіў Нааман, каб паразмаўляць, Натанаэль, прабачце, калі ласка, прыходзілі фарысеі, каб падпытаць, учоныя ў Пісанні, каб падлавіць, прыходзіў малады чалавек, які шукаў і спрашваў, якая найважнейшая запаць, альбо другі яшчэ, што мне рабіць, каб дасягнуць валадарства небеснага. Прыходзіла шмат людзей, каб дакрануцца, каб атрымаць аздараўленне. А сёння так не адбываецца. Калі мы дакладна слухалі гэтыя словы Божыя, альбо ўжо, можа, дома іх прачыталі, да сённяшніх словах мы пачуем, што гэта Езус прыходзіць да жанчыны. Каментатары пішуць так, што гэтымі словамі, прабачце, не мае словы, я бы іх так не сказаў, але каментатары гавораць так, што гэтымі словамі, якімі Езус Христос распачынае размову з самаранкай, гэтымі словамі зазвычай мужчыны падцаплялі дзяўчат, падрымалі іх, можна сказаць, падкатвалі да іх. Езус Христос таксама распачынае гэтую размову з гэтай самаранкай, дакладна у такі спосаб. Але трэба звярнуць увагу адразу, ведае, з кім размаўляе. Бо за хвілінку ён ёй усё раскажа пра жыццё і прыпомніць яе асабістае жыццё. Але перад гэтым, як гэта ўсё станецца, варта і запытаць, чаму пан Езус адправіў усіх 12 апостолаў, каб ішлі на закупы? Могу сказаць, 2 астаньцеся, будете мяне абараняць, як не ведаю, ахарона моя. Но не, пан Езус всіх сказаў адправіў.
Чому? Бо ёсць размовы, якія чалавек павінен правесці сам на сам з Богом, сам на сам з Ісусом Христом. Вельмі часто, калі людзі прыходзяць в сон, хочу з вами размаўляць. Іх как будто размова была размовой духовной. Чули гэтыя словы, я ведаю, что нельзя нигде в никакий способ профильтровать, никому рассказать, как вывести. Огульно можно сказать, но не назначить, кто это сказал. Ну, такие это способ. Альбо хтось приходит в конфессионал, где есть таємні сповіді, і справді яна там ёсць до апошняй хвіліни, пока святар жыве, які выслухаў гэтае рахі, мае выканаць гэту таямніцу сповіді тых пенітентаў, які спавядаў. І тут таксама гэтая ёсць справа, якая тут така. Трэба паглядзець на гэтую жанчыну, што яна чагосьці баялася, бо яна прыходзіць не з раніцы, як все по воду, а яна ідзе ў 6 часоў у сёння встане. У 6 гадзін уже зямля нагрэлася сонцам, яна уже вельмі гарачая. Спякота на вуліцы несамавітая. Тому што яшчэ мало таго, што сонца свеціць, яшчэ зямля аддае тэмпературу. Ніхто ў гэтую гадзіну не ходзіць по воду і нават не працуюць юдэі ўжо ў гэту гадзіну. Яны ўжо адпачываюць сваю працу, распачынаюць вельмі рана, бо ведаюць, што лепей, калі яшчэ рана, прыкладна выканаць цяжкую працу. І жанчыны таксама, которые хадзілі па воду, яны па гэту воду ішлі з самага рання. Чаму гэтая самаранка прыходзіць о 18 гадзіне? Бо нікога не хацела сустрэць. Бо чаму? Бо, як мы чуем, мела 5 мужоў. Чылі была неплохая. У тыя гады, калі, может, былі нормальныя гады, культуральные, не то, что сегодня можно, ты сказал, да, там, которые артисты, можно говорить, 5 мужов, сапраўды артистки, в таком сенсе. А люди это были пожённые годы, хорошие годы. И як женщина имела 5 мужов, то на их глядели какую-то собаку последнюю. Поважно, так это было. Такие трактовали. А тут еще мы бачим, что Иисус Христос распочинает с Богу женщиной. Рабины научали и говорили, что навіть мужики з жонками своїми повинні розмовляти як найменше. Бо це було кепсько для мужиків, коли не розмовляли. Представляєте собі? Така наука була. А тут сам Ісус приходить і розпочинає гэтую розмову з гэтай жанчиною, яка життя має вельми грешне. Але Ісус Христос розпочинає чому з її розмови? Тому що бачить у її покор гэтай грешности. Чому яна, по-перше, имела 5 мужиков? Правдоподобно была пригожая. Але чому ні один з ёю не остался? Это паводле наказу, які, калі на Майсея наставав натовп, калі Майсей йшов з народом вибраним у пустині, та Майсей сказав: добре, дайте жонце разводный лист, и коли в том листе опишите ситуацию, что вам не подобается, вы можете ей оставить. Эту женщину описала 5 мужиков и сказали ей не комплименты хорошие, что такие вы сегодня можете уже научиться им, а сказали правду, какая она есть. Мы часами так, коли, я памятаю, нам часами, як десь зажартують з якою-нибудь женщиною, як зовсім в тому язиці розумієш. Думаю, що я сказав, а женщины принимают сразу себе. Я бы так само приняла себе. А тут есть еще один плюс, бо она так легко не поддалась. И она почула про себя правду, а нет, буду шукать справді Бога. Один мужик, другой мужик, третий мужик, четвертый мужик и 5 мужик. И все 5 ей отставили. И теперь с этим жила. Еще раз другому. Брать себе за жонку. Ну, не брать себе за жонку. Пусть такая это была женщина такая. И представьте себе, что эта женщина чует, что проявился голод. И тому она не идет у день. Она идет, коли усеють до праці. Она идет тады по эту воду, коли никого нема. Как никого не сустреть, как никто ее пальцами не тыкал, и глаза ей не повыбивал нечаянно этими пальцами своими. Вот так это можно было сказать. И поглядим, что Иисус Христос говорит ей докладно все, что яна уже зробила. И коли яна почула правду, кем з'является Иисус Христос, то яна, поглядите, не соромится. Яна, которая женщина, можно сказать, легких обучаев, идет куда? Идет у середину города. Больше не ведала, что это будет говорить.
але йде всередину города і кричить: «Я споткала Христа, вічі, Ён всю правду про мене розказав». Ми хочемо познати правду, ми повинні прийняти поставу этой женщины про себе. А что привело до того, что она отважно обещала эту справу? Наша декларация показывает у годе А целую год из Евангелия, которая сегодня отбылась. Есть Иисус Христос. Там за материалом присловлена Самаранка, якая так само знаходится есть. Але я ее заслонил на декларации. Есть дзбан, які она оставила дзбан. Есть дзбаны, из яких уже выросла трава. Что такое оставить дзбан? Чим є дзбан? Дзбан – это життя. Чому? Бо это вода. Это нас сегодня мы можем открыть кран этой воды на гектолитры, то 1600 мл. Столько, сколько нам треба. А если я не будет, то пойдем в краму, купим за рубль, за два, с воды столько, сколько треба, и напьемся столько нефтяных. А колись вода была вельми ценной. Эта женщина оставила этой кувшин. Это не то, что мы оставили 10 кастрюлей, потом пошли, а у нас забыли, пошли и купили за 15 рублей. В Европе был типа кастрюлька, все, приготовите снова и 10 обед, так что-нибудь. Нет, это збан, это что-то важное. Что дає життя. Что дає життя. І гэтым збаном, які тут остался, это тое, что ёй перешкаджала у житті. Яна не верила у самую себе. Не верила. Откидала Бога, глядите. Але что? Покорливо шукала, бо размовляла з Ісусом Христом на разные способы. И гэтая покора признание на греху ей помогла. Представьте себе, за такое слово, какая-нибудь проститутка пришла и нас тут научалась о Боге теперь, о Божьем слове. А еще больше давала образики. Косит меня на любви. Святой сестрой, постоянно держите образики, держите образики. Что ты? Такая? Мы там тебя бачим. Неоднократно стоишь на углах улицы и продаешь свое тело. А тут только про Бога говоришь. Вот она так поступила, и она не побоялась. Приняла свою поставу покорную, грешную. И это, что приняла, дала у своего життя, как вы пам'ятаєте, говорил вам, выиграть антивирус. А не два. Вы бы хотели два антивируса в компьютер запустить? Нет. Это завжди один якийсь використати. Або я оставляю Ісуса Христа, або оставляю своє життя. Колись я пам'ятаю, пробовал упиловать старый антивирус у компьютера и подвис. Ничего не удалось сделать. Говорю, рестовать. И не только рестовать, а полностью наново выигрывать все программы, потому что я не хотел перезапуститься. А маль дошел до пункта, наконец, антивируса, уже напевно, некий вирус не будет у компьютера. И вот это сами хочем. На силу, а только подвисаем. Не ведомо, что травить. Чи збан, чи антивирус, який є, наприклад, антивирусом Бога, неба, збавлення, життя вічне, чи тим вірусом, яким є я, мой план на життя, мої поступи. Вона имела свой план на життя. Але поглядите, в який спосіб мудрий, і вона його оставляє. І нам може варто сьогодні так само у святині оставить этот збан. І сьогодні нема такої самарянки, бо кожен з нас там повинен бути побути з Ісусом Христом. І прислухатися, що Він скаже про нас. І прийняти эту правду. Ні, вона ж не сварилася, вона не думає, що, а знаєш, перший мені пошов був такий, з другим не було других там, нічого не хотів працювати, третій вообще там кабінет катавав, четвертий пив, хляв, сьомий там вообще не тлумачено. Не тлумачено. Чому її оставили мужики? Не тлумачено. Приняла. А нам бы хотелось все вытлумачить. Не надо до нашей. Не, она этого не робит, она принимает. Сражается с ним. Сражается с тем наказом, який Ісус Христос говорить. Просим, как и мы в нашем житті, так само могли повстать до життя незвичайного, до життя у вічності. І коли ми могли оставить так само наші збани. В этих збанах нашого життя вельми часто може є якісь дипломи, якісь такі мудрі розмови, хтось інтелектуально перевищає другого слова. Наприклад, я прочитав, хтось зустрілося друг Сябров, я прочитала Пушкіна, а я Толстого прочитала, а я був у театрі, а я у балеті був, а я був на Караїбах, а я 3 рази вокруг землі летів. Хто лепше, я? И что мы из збанах есть? Чем я себе представляю в нашем житті?
Може, варто було б те звони нашого життя, може, сьогодні у святыни увидеть, которые оставили, уже проросла трава, уже забыли, доверились Пану Богу. А и, может, и варто наши оставить уже звони, как так само за несколько годов проросла там трава, и как там заселился Христос в нашем сердце, заместо того, что в этом житии нас отрывая от Бога. Аминь. Веруйте на Бога и всемогутного, Створителя неба и земли, у всякого вашего имя вашего, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего единородного, за Отца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, святого от святла, Бога соправного от Бога соправного, народженного и спорного, единосутного Отцу, разве Бога уже осталось? И Он для нас, людей, и для нашего избавления, сошел с неба и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтии Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по Писанию, и взошел на небо, сядет праворучается, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, и якого раз не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який за Отца и Сына походит, якому разом за Отцом и Сыном, належит поклонение и хвала, який промовлял пророков. Веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю один крест для отпущения грехов и шагаю воскрешение померлых и життя вечного в будущем свете. С удячностью за дар веры и за ласку Святого Христа вознесем наши молитвы до Пана, молимся Святый Костел, как и многим людям, Божия пробачение и надею на новое життя. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За людей, які отвернулись от Бога, как они приняли Его Слово и отримали ласку на вертание. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За тих, хто в хуткім часі прийме сакрамент Христу, как Христос щодро одарив їх своїми ласками. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За нас, тут присутних, как мы годно подрихтовались до зустрічі з воскреслим Паном Вечности. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже добрый, Ты покликал нас дать делу у Твоим вечным житті. Учені просим, как наше життя на землі було згодне з обіцянням даденим подчас Христу, раз Христа, Пана нашого. Аминь. Тебя верую, Пане мой, все мое житье, и теперь я Твой назавсёды. Это мое сердце погляди, Ты любовь моя, одиная. Тебе верую, Пане мой, все мое житье, и теперь я Твой назавсёды. Это мое сердце погляди, Ты любовь моя, одиная. Молитесь, как мою нашу я принял Бог, а и те всемогутные. Нехай Пан Бог примет оферу с рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Милосердный Боже, просветлый Офьяну, очисти нас от провинов. Ласкаво просим Тебе, дай нам силы, как мы охотно пробачали братам нашим, брат Христа, Пана нашего. Аминь. Пан с вами. И с Духом Твоим, Богу
Ty, uznosił do Pana. Подякуем Пану Богу нашему. Головна века і справедлива. Заправды годна века и справедлива, слушна и избавительна, как мы завсёды и всюды Тебе складали подяку. Panie święty Ojcze Всемогутный, Wieczny Boża, wraz Chrysta, Pana naszego, jąkali, prosił Samaranku podać wody, už одарил jej ласкою веры ужитё. И так горячо жадал, как яна жила у веры, что запалил ей сердце полымя Божьей любови. Тому и мы, дякуючи Тебе, разом з анёлами прославляем Твою милоску, скликаючи. Святий, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит в имя Пана. Осанна на вышинях. Zapravdy Boża, Ty święty, krynica wszelkiej świętości, temu ujedności z усім Kościołem, u pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus u was krosty послал на апостолов Духа Świętego, wraz Chrysta prosił Ciebie Всемогутний Боже. Освети эти дары росою Духа Твоего, как они стали для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. Дом, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням кажучи. Вярите и ешьте с этого все, Бог это есть тело мое, якое за вас будет выдано. Podobnym czynom po wieczery wziął kielich, znów Tobie podziaku składając, podał swoim uczniom każuczy. Bierite i picie z jego śnie, bo to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zawietu, jaka za was i za mnogich będzie prolita, dzienia odpuszczenia grzechów. Geta czynicie na moją pamięć. Это великая таємниця віри. Обещание смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего преступления. Вспоминаючи смерть и мертвых повстание Твоего Сына, ахверуем Тебе, Пане, хлеб життя и честь избавления, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как у всех нас, пребывающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный во всем свете, удосконаливал любовь и разум с Папом нашим Львом, Бишкупом нашим Юзефом и всем духовенством. Памятай, так само про братов и сестер наших, якие поснули в надеи на воскрешение, и про всех, кто в ласке Твоей одышал с этого свету и дозволил убачить святого обличия Твоего. Просим Тебя, измилуйся над всеми нами, как мы заслужили удел жития вечным, в едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом ее братников, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом II, благословенным ксензом Брониславом и всеми святыми, якие спрадлеку подавались Тебе, как бдили мы, хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа.
Raz Chrystowi ukryliście, Panie Boże Ojcze Wszechmogutny, ujedności Ducha Świętego, usiałaszana i chwała, prazu wielki i wieczny ja. Amen. Proszę Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego, Ojcze nasz, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам грехи наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в искушение, ale zbaw nas od złego. Prosimy Ciebie, Panie, zbaw nas od всего złego. Дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и прища Збавцы нашего Иисуса Христа. Твое благодарство и милость и хвала Твоей. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolam Twoim, supokój покидаю Wam, supokój mój daju Wam. Prosim, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wierу Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodnie z Twojej wolą, a daryć Go supokоем i jednością. I Ty żyjesz i władarisz na wieki wieczny ja. Supokój Pana, niechaj zawsiody będzie z Wami. Передайте ближнему знак супокоя. Баран Божий, який береш на всякі грехи світу, змилуйся над нами. Баран Божий, який береш на всякі грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, а дари нас упокоєм. Ось бараnek Boży, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений і покликаний на вечерю Ягодою. Аминь, я не рад, как ты пришел до меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Номер 33. Покров святая, покров откупления, напой житёвый, с неба нам посланный, ласки крыница, Отца нас во
Вечно хай будет хвалой поклонение на земле Тебе и в небе. О, кровь святая, о, кровь откупления, напой житёвый, с неба нам посланный, власти креница, Отца назвавления, и крови нам лечишь раны. Номер 42. О, мой народе, что-то безрадию я, шил виноватый, прав тобою был я. Я тебе вывел с моцы фараона, а ты призначил грешне наравненный. О, мой народе, что-то безграбил я, шил виноватый, прав тобою был я. Я вел тебе край солнечный и хлебный, ты ж мне призначил смерти заповедный. О, мой народе, что-то безграбил я, шил виноватый, прав тобою был я. Я тебе выбрал Божию лозою, а ты мне воца дал замес напою. О, мой народе, что-то безграбил я, шил виноватый, прав тобою был я. Молимся. Пане наш Боже, що на землі Ти даєш нам хліб рукастичний, як задаток хвали небесной. Покорно Тебе просим, как Ты лен этой таємниці проявлявся в наших учинках. Раз Христа Пана нашого. Аминь. Я в нашей парафії тривають колядні пісні, записуватися можна за Христи. І кожну неділю після Святої Мши у 10:30 співаємо пісні жальби. Кожную п'ятницю Великого посту сердечно запрошаємо на набоженство крижового шляху після Святої Мши у 19 годин. У ближайшую пятницу проведут дети. 20 заковика тут маленькая зміна. Суполка оборони життя, так само суполка, яка молиться за душу чисту терпіча. 27 заковика молодь і 3 красовика мужчини. Звертаємося з великою просьбою записувати хворих, каб так само яны повна і годна могли пережити великодні святи.
Так само вас просим не откладывать споведи на апошнюю хвилину, як штагод захочваем до чинного уделу у приготовлении вербочек на вербную неделю всех вяры предназначенные на будову. От 10 сакавіка будем отправлять на ведну перед урочистостью святого Юзефа обранника Найсвятейшей Панны Марии. Наступная, третья неделя месяца, так званая неделя инвестиційна, ахвяры складенные предназначаются на будову, за які щиро дякую. Кожен день в нашій каплиці триває адорація Пана Єсуса в Найсвятейшем сакраменті. Дякую за ахвярование на будову, супольную индивидуальную молитву, спев я праву литургичную, прибирание каплицы катехатичной залы и тем, кто дежурил. Помолимся за тих, хто на тим тижні святкує день народження, іменини, ювілеї, хто чекає народів дітей, за тих, хто приймає нас на колядних відвідинах. Помолимся за вас, женщины, складаючи вам найсердечнейшие, найлепшие ожидания, пожадания, как ваше життя було подобне до життя Маті Божої, а тим самим могли прославить Бога ще більше. Молимся так само за добродію херодавців нашої парафії, так само вновь добродію будівництва санктуарії Божої милосердості, і кожного з нас доручим под опіку Матці Божої, Твоєї обороні отдаємся. Нашу Твою, не подражай молитве нашей, и от царя произвол любовь, выговоряй нас особи, Анна Твоя и благословенная, о Пане наша, Раиуха наша, Сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас дорожай, Сыну Своему нас отдавай. Добре, что вы есть, что приходите. Примите Божие благословение. Пан с вами. И с духом Твоим. Нехай вас благословляет Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христова. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михаиле, бережи нас у змаганні, будь нам обороною, сура спокуси і вас, так Свого Духа, покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божию, скинь у первого шатана и інших злих духов, які нас будуть строють по світі. Номер 197. Кровь и вода, что пролилась с сердца Иисуса, я крыница милосердности для нас, Тебе доверяем. Кровь и вода, что пролилась